Мы сейчас с вами находимся в Национальной библиотеке. Здесь есть очень редкие документы, которые ранее не были опубликованы, уникальные письма, обращения. Здесь также мы видим телеграммы, которые были адресованы известным деятелям литературы нашей республики. Но, безусловно, в этой части нашей экспозиции очень интересно будет присутствие Эльдерханова. Таштамир Эльдерханов в истории Чеченской республики личность очень яркая, личность очень известна и, может быть, даже каких-то аспектов и трагическое, поскольку он родился в 1870 году в селе Гихи Русмартановского района. На тот момент получить очень полное образование, естественно, нам не представлялось возможным, и тем не менее он обучался в первой горской школе на территории города Грозного. В дальнейшем свою учебу Эльдерханов продолжил в Тифлисском университете. Для своего времени это был умнейший человек, и в 1905 году он был избран депутатом первой Государственной Думы на тот момент Российской Федерации. Понятно, что представлял он интересы Кавказа, и не только, будем говорить, именно интересы чеченцев, поскольку от Кавказа он был первых депутатов. Но, к сожалению, мы из истории тоже знаем, что это первая Государственная Дума очень быстро ее разогнали, и уже в июне 1906 года практически все депутаты были уже разогнаны. Но и тем не менее, через небольшой промежуток времени созывается второй созыв Государственной Думы, где в числе первых был Таштамир Эльдерханов. В истории Государственной Думы Таштамир Эльдерханов оставил яркий след, поскольку ряд документов, которые на тот момент принимали, это мы будем говорить о землеустройстве и так далее, особенно то, что касалось об открытии первых школ на территории Кавказа, Северного Кавказа, Таштамир Эльдерханов принимал самое непосредственное участие. И поскольку личность была многогранна не только в политическом аспекте, но также и в литературном. Он открывал и первые школы, занимался переводами, занимался становлением чеченской литературы. Именно поэтому на нашей экспозиции присутствует несколько документов, касающихся Эльдерханова. Но, на мой взгляд, очень важно, и мы гордимся, что в библиотеке есть этот документ, это чеченская азбука 1911 года, который непосредственно издавал сам Таштамир Эльдерханов. И, наверное, немногие знают, что Таштамир Эльдерханов был один из первых, кто перевел на русский язык чеченские песни и чеченские сказки. Это был, как я говорила, очень был светлый, очень многообразованный был человек. И в различных сферах своей жизни он работал. Ему просто, к сожалению, пришлось оставить политическую деятельность. Он работал в просвещении. Какую-то часть он работал в Грозненской Грознефти. Умер в 1934 году, и вы знаете, даже рассматривать дату его смерти, и думаешь, вряд ли Таштамир Эльдерханов пережил бы 1937 год, скорее всего, он был бы репрессированный. И вот он в 1934 году, кстати, издал этих своих учебников, издал книг, которые, к сожалению, в библиотеке у нас сегодня их нет, но мы надеемся, они у нас будут. И вот эта уникальная фотография, которую мы сейчас мы ее видим, а более того, это не фотография, это почтовая открытка. У нее есть оборотная сторона, это фотографии, да, и он здесь, кстати, эта фотография специально была сделана, когда его избирали депутатом Первой Думы. В библиотеке есть документы, где Таштамир Эльдерханов был в качестве депутата Государственной Думы. Есть фотографии, есть резолюции этих съездов. И, кстати, фамилия Таштамира Эльдерханова, там она присутствует. Еще раз хочу сказать, для своего века это был умнейший человек, который много сделал. Но, к сожалению, политические события, которые были в республике, неоднозначно расценивали деятельность Эльдерханова. Возможно, не находили его и понимания. Поэтому был период его жизни, когда у него были недопонимания, переходили в то, что его просто-напросто не признавали его. Он уходил в забвение. По несколько лет мог абсолютно быть вне поля политической деятельности. И тем не менее, именно его деятельность, которую он оказал, будучи образованным человеком для становления школ, на мой взгляд, это очень важный аспект в его жизни.
если у нас была бы возможность продемонстрировать стенографические отчеты Первой Государственной Думы, то мы увидели бы ярчайшие речи Таштемира Эльдарханова, где он четко прослеживается его идея о том, что здесь необходимо провести и аграрную реформу, здесь необходимо провести и политическую реформу, здесь необходимо провести и реформу, связанную со школьным образованием. Ну, судьба Первой Государственной Думы мы знаем. Она была разогнана, а в 1907 году были проведены выборы во Вторую Государственную Думу, и он опять становится депутатом Второй Государственной Думы от чеченцев, ингушей, кумыков, нагайцев и народов Дагестана. Это была действительно очень хорошая политическая трибуна. Здесь вот его яркий талант просветителя, и вот яркий талант государственного и политического деятеля раскрывается именно во Второй Государственной Думе. Он интернационалист. В Гехах, родовом селении Таштемира Эльдарханова, до сих пор стоит и функционирует школа, построенная по его указанию. Стоит как символ просвещения, символ того, что знания, дарующие силу, превыше всего. Я знаю, что он порядочный человек был, благородный, стремился, чтобы наша нация была грамотная, и все делал для этого. Я, конечно, о нем могу сказать только то, что мне говорили мои предки, бабушка, мой отец мой, о том, что он был достойный человек и достойно жил в этой республике. Всеми силами старался помочь, чем мог, для того, чтобы республика цвела. Хотелось бы, чтобы наши ученые, историки, которые занимаются этими вопросами, сказали бы истину об этом. Нас часто приглашают в школу на встречу по поводу Таштемира Эльдарханова. Это наш прадед. И нам интересно и приятно, когда о нем не забывают. Он как личность известная в России, также в нашей республике и за нашей республикой. И самое главное, что память осталась о нем, школа, которая заложена им и названа им в честь его. Это был очень симпатичный внутренний человек. Он был худощавый, хорошо сложенный, он был очень по своей натуре мягкий, добрый. В то же время у него за этой добротой скрывалось поразительное мужество и упорство в отстаивании своих целей. Таштемир Эльдарханов был один из очень грамотных людей того времени, дореволюционных, рядом с которыми трудно, наверное, кого-нибудь еще поставить. И Таштемир Эльдарханов, он вообще стал главной своей целью именно служение народу. Вот с этой точки зрения Таштемир Эльдарханов, конечно, до революции был очень явной фигурой. Широкий российский читатель должен знать. Затем, собственно, и издана эта книга в результате многолетних, десятилетних поисков в архивах и Ростова-на-Дону, и Центрального государственного архива, и архива социально-политических, так сказать, исследований и многих других архивов. Эта книга издана для того, чтобы дать понять широкому читателю России, что чеченцы, будь то анаполитики, ученые, революционеры, никогда не мыслили себя изолированными, оторванными от России. Наоборот, они себя представляли истинными россиянами, жили заботой и судьбами этой страны. У него была вот эта вот мысль, вот эта вот забота, вот это вот страдание от того, что горцы находятся довольно в стороне от столбовой дороги образования. У них, конечно, было какое-то религиозное образование, у них были какие-то вот такие моменты арабской грамоты, но отход от русской грамоты,
означал в то время отход от дел, отход от политики, отход от публицистики и так далее. То есть человек оказывался на обочине такой общественной жизни, а что чеченцы оказались одними из таких, это была его большая боль, и он любым путем старался ввести образование для чеченцев. Его, кстати говоря, ругали большевики, вот, и во время восстановления нашей республики, когда облик Эльдарханова вспоминали, его ругали даже и за его выступление в Государственной Думе. Почему? Ведь его же цитировал даже Ленин. А ругали его просто потому, что он, оказывается, когда ему сказали, какие ему взгляды близки по земельному вопросу в Государственной Думе, он сослался, что на кадетов, на октябристов и кадетов. Кадеты считались в то время, конституционная партия, считались контрреволюционной. Их ругали крепко. А на самом деле они не хотели вдуматься, почему это Эльдарханов сказал. Когда его спросили, почему же он, значит, за кадетов, а не за более левые партии, Эльдарханов четко в Думе сказал: конечно, говорит, сердце мое больше всего лежит на стороне тех, которые выступают за то, чтобы отнять всю землю, раздать ее крестьянам и разделить между ними. Сердце мое там лежит. Но ведь и они сами, и все здесь присутствующие понимают, что при этой власти, при этом обществе это сделать невозможно. Имя Эльдарханова, она из-под все более и более нарастали обороты его очернения в прессе республики. На научных конференциях, на конференциях историков, публикациях некоторых недобросовестных авторов, историков. И таким образом имя Эльдарханова в 60-е, 70-е и 80-е годы, до середины 80-х годов, оно было вычеркнуто из нашей истории, из истории Чеченской Республики, чеченского народа. Ну и работая в архивах, перелистывая, скажем, дореволюционные издания, газеты Юга России, Центра, я нашел много его публикаций. Помимо тех выступлений, опубликованных в брошюре эссе Шарипова, значит, у него были фольклорные публикации, у него были... Он издал в 1911 году в Тифлисе впервые чеченскую азбуку. Если нужно будет, мы ее сейчас продемонстрируем, она включена в эту книгу. Таштемир Эльдарханов уделял очень много внимания строительству школ, образованию народа, открытию музея, взаимосвязи культуры Чечни с Россией, с Грузией, с Дагестаном, Северным Кавказом. Он много внимания уделял. Наконец, издана вот эта книга, она издана в издательстве «Наука», Российской академии наук, она издана. Она в прессе получила большие положительные отзывы. И впервые же я хотел продемонстрировать, значит, впервые о нем появилась статья в «Голосе Чечен-Ингушетии» в 90-м году, тогда, когда Чеченскому государственному государственному педагогическому институту по нашей инициативе, по решению ученого совета Чечен-Ингушского государственного педагогического института, правительство Чеченской Республики присвоило имя Таштемира Эльджуркаевича Эльдарханова. Вот в связи с этим, значит, я вот написал такую статью, значит, называется она «Возвращение к народу». И вот редакция газеты сделала такую врезку к этой статье. Чечен-Ингушскому государственному педагогическому институту недавно присвоено имя выдающегося общественного, политического и государственного деятеля, просветителя Таштемира
Эльджуркаевичу Эльдарханову. Тем самым положил конец многолетней кампании яростных политических обвинений, искажений и нивелировки его выдающихся заслуг не только перед чеченским, но и другими народами Северного Кавказа и Дагестана. Таштимир Эльдарханов был очень совестливый и честный человек и выполнял наказы крестьян, которые его прислали в Государственную Думу. Вот я так об этом сказал, об этой разнице. Ну а ему это пришили. Он в дальнейших своих действиях никогда, значит, с кадетами не участвовал в политической борьбе. Он в данном конкретном случае в вопросе о земле он занял эту позицию. Это надо понимать. В марте 1918 года был создан Чеченский народный трудовой совет, который получил название Гойтинский революционный совет. Этот совет был примечателен тем, что за ним шло огромное большинство чеченских крестьян, огромное большинство самого активного в революционном движении населения, это плоскостного населения Чечни. Вот они шли за Гойтинским революционным советом, возглавляемым Таштимиром Эльдархановым. В него ходили Сугай Мулла Гайсумов, некоторые шейхи, Ибрагим Хаджи Гойтинский, такие религиозные деятели. В то же время такие чеченские радикалы, ну тоже патриоты, как Асламбек Шерипов там, и некоторые другие. И вот этот совет возглавлял как раз Таштимир Эльдарханов. Таштимир Эльдарханов старался сдержать противоречия в Гойтинском совете между правыми и левыми. Особенно, когда обострились они в конце 18 года между Сугай Муллой Гайсумовым, его партией, и Асламбеком Шериповым с его молодежной революционной партией. Он старался создать этот орган и сделать его боеспособным, чтобы повести его на борьбу за Чечню и не только внутреннюю борьбу в Чечне прекратить, но и дать отпор внешним силам, то есть белоказачьим силам. Потом грозили вторжением германские интервенты. Положение было очень трудным. А что больше нужно было крестьянам? Конечно, они пошли за советской властью, которая все это обещала, поддерживала. Поэтому, значит, Таштимир Эльдарханов в этой обстановке считал, что надо на этих позициях объединить весь чеченский народ, не вести классовую борьбу вглубь, не противопоставлять чеченцев друг против друга по имущественному, классовому или другому признаку, а прежде всего сохранить народ, получить то, что обещают большевики, создать свою государственность и идти, значит, вместе с большевиками. В ходе командировки в Центральный государственный исторический архив Грузии в город Тбилиси мы нашли личное дело Таштимира Эльдарханова. В деле прошения Эльдарханова на имя директора Александровского учительского института, позднее преобразованного в Тифлисский учительский институт, о разрешении допуска его к экзаменам, написанное собственноручно. Также в деле аттестат с оценками, полученными во Владикавказском Лорис-Меликовском реальном училище. Также в данном деле мы нашли свидетельство о рождении, данное кадием Грозненского округа Абдулкадыровым, с указанием родителей Эльдарханова, вероисповедания и так далее. Эльдарханов был делегатом 8, 10, 11, 12 созывов, членом ЦИК СССР 1, 2, 3 созывов от Чеченской автономной области. В 1929 году он вернулся в Грозный. Последние годы своей жизни Эльдарханов занимал руководящие должности в объединении «Грознефть». Он скончался 14 ноября 1934 года после непродолжительной болезни. Это был человек, твердо веривший в великое предназначение и светлое будущее своего народа.